3,5 миллиарда рублей – таков объем доходов в первом полугодии. Из них 1 миллиард – это собственные доходы. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, министра финансов Владимира Делба, в госбюджет недопоступило более 100 миллионов рублей. Сравнивая показатели доходов бюджета с аналогичным периодом прошлого года, могу констатировать, что доходы 2014 года сократились по отношению к предыдущему аналогичному периоду на 76 миллионов рублей. В этой связи на первый план, безусловно, выходит вопрос сбалансированности бюджета. Российская финансовая помощь поступает своевременно и в полном объеме, сказал Делба. Задолженности по выплате заработной платы у государства нет. Все социально значимые направления финансируются в полном объеме. То, что выплата пенсии осуществляется в штатном режиме, хотя и с небольшими отставаниями, подтвердила и Ольга Колтукова. За первое полугодие из пенсионного фонда на выплату пенсии нашим гражданам поступило 353, я округляю небольшую сумму, миллиона рублей. В том числе, на выплату российской пенсии 32 тысячам пенсионеров поступило за первое полугодие 1 миллиард 180 миллионов рублей. Курортный сезон протекает на уровне прошлого года. Как отметил исполняющий обязанности председателя комитета по курортам и туризму Тенгиз Лакербай, лицензировано 85 курортных объектов. Почти 100 туроператоров занимаются экскурсионной деятельностью. Основная такая забота у нас – это частный сектор. Хотелось бы обратиться здесь к присутствующим глав районов, чтобы все-таки обратили внимание на муниципальные пляжи и парки. Это основное место отдыха туристов, на которые в основном и обращают туристы своих, как говорится, жалобах. С июня по настоящее время налоговыми органами было перечислено в госбюджет 725 миллионов рублей. И это несмотря на режим ограничения в период Олимпийских игр. Мы собрали за первое полугодие 725 миллионов. Особенно чувствуется рост поступлений. Вот за июнь месяц мы собрали где-то 165 миллионов. И вот последние 414 дней у нас собрано более 82 миллионов. Это хорошие показатели. И думаю, что дальше, это сейчас речь идет о доходах за июнь месяц. У нас пока не собраны за июль, за август. Есть надежда, что показатели будут еще лучше. Вместе с тем Валерий Бганба дал указание Рауфу Цимсба усилить работу по сокращению задолженности по платежам в бюджет. Этот посыл был адресован всем руководителям министерств и ведомств, отвечающим за обеспечение доходов бюджета. Валерий Бганба также просил усилить работу УБЭП. Главы администрации городов и районов говорили о проблемах в районах и объясняли, с чем связано неисполнение доходной части бюджетов. Касаясь темы подготовки к президентским выборам, исполняющий обязанности президента подчеркнул, что никто из представителей органов власти не имеет права участвовать в агитационной деятельности, входить в предвыборные штабы. Задача власти – организовать предвыборную кампанию. Я вас очень прошу, чтобы ни одного штаба не было в административных зданиях, чтобы это не было в Дом культуры, я не знаю, библиотека. То есть все, что относится к административным нашим зданиям, не должно быть ни одного штаба. Это первое. А выделение Дома культуры, зала, мы обязаны это делать. Мы обязаны дать возможность кандидатам в президенты проводить работу со своими избирателями. Мы не имеем права вмешиваться в выборы. Валерий Бганба предупредил, что если поступит сигнал о нарушении закона, то нарушителям придется писать заявление об увольнении. Елена Лолуара, Мукамке, Абаза ТВ.